Да поедем или есть? Все, прошли российскую границу. Прощай, Россия. Да, на таможне встретили чуваша, он нас знает, оказывается. Ничего себе. Сейчас заехали в Европу, в Финляндию. Пайва, просто Пайва, да, Ая? Пайва. Ну что можно сказать по первым впечатлениям от Европы? Даже просто, судя по границе, чувствуется такой прям... Счастливые, короче, европейцы. Да. То есть граница не такая, как у нас, какие-то колючие проволоки, заборы, рожи такие сидят, которые... Вот у нас, например, сейчас в России вот проверяла документы такая вот особа, я даже не могу сказать, которая, ну, просто злая сидит. Я не знаю, ну, кого она злая, что таким тоном разговаривает, ужасным просто. К финской границе подъехали, финские таможенники, улыбчивые, там спрашивают, что куда, говорит, bicycle trail, very good, короче. Так очень понравилось, располагает. Вот. Ну, а по первым впечатлениям по дороге, конечно, это шикарно, потому что сразу начинается велодорожка. По второстепенке, причем мы едем. Да, и здесь вдоль велодорожки стоят фонари. То есть это настолько все приятно вообще. Ну, пока, конечно, такой шок. И наконец-то вот я в Европе. Я давно мечтал. Ну, если не считать Украину, Белоруссию, это не будем считать. Ну, в общем, в Евросоюз. Я давно мечтал, интересно посмотреть. Но начинала все-таки с Азии. Для меня Азия это моя колыбель. А теперь вот Европа. И вот, в общем, старт начался. Мы счастливые, наконец-то уже давно хотели, доехали. Все, и теперь у нас есть 90 дней в шенгенской зоне. И за эти 90 дней у нас, в общем, будут они насыщенные. А сейчас обедать. Проехали 3 километра от границы. Сейчас заварим, говорю. Сварим гречки. Вот, надеюсь, здесь можно жечь. Ну, мы не костер, у нас выживайка, печка, щепочница. Я думаю, никаких проблем с этим не должно быть.
общем, мы заехали в первый город наш, европейский, в Хамино. Ну, мы поражены вообще тем, что можно ехать спокойно по тротуару. То есть так и надо, в принципе, здесь делать. Ну, можно и до дороги ездить. И просто чистоте и спокойствию трафика. Город, конечно, маленький, понятно, но всяко несравнимо с нашими городками подобного размера. Вот, вообще кайфуем, в общем. У меня такой же шок, такой же, как когда я первый раз в Китай заехал. То есть то же самое было. То есть сильно отличается все от России. Вот. Земля жила. Зашли в торговый центр, в супермаркет. Ходим, гуляем, как в музее. Интересно посмотреть, что тут нового. Вот. Как по ценам. Ну, конечно, все другое здесь. И цены, соответственно. Но бывает и не очень. Мария. Еще Мария тоже. Thank you.
хозяйка ушла из дома. Теперь мы вот одни. Вообще сладкое. Никогда так хочется что-нибудь не ела смородину, чтобы сока не было. Ну, что смородина? Любит смородину. Идем полюбовать.
Ага. Ты повесь. Что ты говоришь? Опа, проверить, там что-то. Проверить. Ладно. Меня зовут Ксюша, я живу в СП, это пригород Хельсинки. Я сама из Петербурга, супруг у меня финн. Я тут как-то листала телеграм Маша, наткнулась на сюжет о ребятах. Думаю, о, интересно поболтать. Вот они здесь. Добро пожаловать. А Маша это... Которая... Маш. Я думал, Маша, да что за Маша? Это не Маша. Это Маш, которая на мойке. Ага, да, точно. А как вы там появились, кстати? Там земляк один работает, короче. Я его сам не знаю. Вот он говорит, он узнал, что мы едем, и решил про нас снять тоже. И послал на нас корреспондентов там. Это Сабина. Чуть-чуть соль. Можно? И вообще все можно. Может, дорожное, можно все привыкнуть. Окей, хорошо. Потом у него красная пробка. Оно... Так, слушай, Так, есть ложка маленькая? Чайная.